О выводе войск из Сирии Россия уже однажды заявляла. 14 марта 2016 года Владимир Путин приказал начать частичный вывод российских войск из Сирии. Тогда из авиабазы Хмеймим вылетели несколько самолетов военно-космических сил России. Однако потом начался захват древнего города Пальмира, российская помощь сирийскому правительству в восстановлении контроля над городом Алеппо. Вы видите восточные районы города, которые теперь полностью разрушены, в частности, в результате бомбовых ударов российской и сирийской авиации. Военная кампания по захвату второго крупного города в Сирии продолжалась около 2 месяцев. По словам беседовавших со мной источников, российские военные координировали и наступление всех сражающихся на стороне Асада сил иранской армии, движения Хезболла и шиитских военизированных формирований. Именно благодаря этому силам Асада удалось вытолкнуть оппозицию из Алеппо и взять город под свой контроль. О том, сколько и какие группы российских войск и в каком количестве будут выведены из Сирии, не уточняется. Пока российские военные говорят только об авианосной группе Северного флота. Следует заметить, что в декабре прошлого года в Сирию был отправлен так называемый чеченский спецназ. Это военнослужащие батальона специального назначения «Запад» и «Восток», дислоцированные в Чеченской республике. Их задача – охрана авиабазы Хмеймим. По крайней мере, именно так сообщила газета «Известия» со ссылкой на свои источники Минобороны России. Кроме того, недавно в Сирию была направлена группа военных инженеров и саперов. Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. В Сирии, по официальным данным, погибли 23 российских военных. Последним из них стал военный советник полковник Руслан Галицкий. Сейчас, во время режима прекращения огня, россияне вместе с турецкими представителями обеспечивают контроль за его соблюдением. Однако, как заявил советник оппозиционной сирийской армии Усама Абу Зейд, у российских наблюдателей серьезные трудности в работе с шиитскими формированиями. В частности, по его словам, Хезболла уже второй день не позволяет россиянам пройти в долину Барада. Это окрестности Дамаска, где сейчас идут бои между Хезболла и сирийскими повстанцами. В этом районе находится водохранилище. В результате боевых действий жители этого района, а также жители Дамаска оказались без воды. Советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд заявил, что, несмотря на перемирие, гуманитарным конвоям ООН не везде разрешают проехать. В частности, доступ ограничен в Дамаск, города Хама и Хумс. По его словам, более 5,5 миллионов сирийцев могут остаться без воды. Это продолжается уже 2 недели. Больше так продолжаться не может. Нужно срочно восстановить водоснабжение. Вы понимаете, сколько людей пострадает, если этого не случится? Пока у меня нет сведений о распространении инфекции, но мы опасаемся того, что это может начаться. У людей нет питьевой воды. Отрезать доступ к питьевой воде – это военное преступление. Несмотря на то, что сейчас идут переговоры с различными группировками в Сирии о том, что будет дальше с ополчением, а также идет подготовка к переговорам в Астане, пока трудно сказать, чем все закончится. Правительство Сирии утверждает, что готово к открытой войне с повстанцами северо-западной провинции Идлиб. Большая часть ополчения сконцентрировалась здесь, после того, как им разрешили покинуть Алеппо. Министр по национальному примирению Али Хайдар заявил, что Дамаск готов отправить 1000 солдат для подавления оппозиции в Идлибе. О каких 1000 солдат говорит министр, тоже непонятно. Сирийская армия состоит из призывников. В распоряжении Асада есть только 2 дивизии. Всю остальную борьбу ведут иранская армия, Хезболла и Россия. Шахид Якуб. Настоящее время.